Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. На АЗС Туркменистана сотни миллионов манатов оседают в чужих карманах вместо того, чтобы попасть в бюджет страны. Причина – коррупция. На автозаправочных станциях с водителей большегрузных автомобилей берут денег в 2-3 раза больше официальной стоимости дизельного топлива. Особенно наглые операторы работают на заправках в приграничных районах, зная, что в соседних странах цена на топливо еще выше. Туркменские заправщики перед границей вместо 1 маната за литр солярки требуют с водителей 3. В Туркменистане цены на горючее фиксирует правительство. Стоимость литра дизельного топлива составляет 1 манат или 5 американских центов. Для сравнения, в Узбекистане литр солярки стоит в районе 12 700 сумов или $1, в Казахстане 295 тенге или 58 центов, а в России в среднем 70 рублей или 90 центов. Будучи хорошо в этом осведомленными, работники заправок в Туркменистане самовольно устанавливают свои цены. Водители утверждают, что в стране нет ни одной АЗС, которая бы залила им топливо по официальной цене и в необходимом объеме. Например, в Ашхабаде грузовикам заливают дизель по 1,2-1,5 маната за литр, а на заправках вдоль автобана из Ашхабада в Туркменабад берут по 2 маната за литр. Но самые жадные заправщики работают на АЗС в приграничных районах. Они берут не менее 3 манатов за литр. У водителей большегрузов выбор невелик: либо платить тройную стоимость, либо уезжать ни с чем и заправляться за границей. При этом коррумпированные работники заправок требуют платить только наличные. Все, что выше 1 маната, идет в их карман, а не в бюджет страны. Без взятки по официальной цене операторы автозаправочных станций отпускают грузовикам не больше 50 литров. Но что такое 50 литров, если человек едет в Казахстан, Узбекистан или даже Россию? Водители стараются заправиться в Туркменистане с запасом. У большегрузных фур есть дополнительные баки на 1,2 тонны топлива. Как и цену, объем топлива для внутреннего потребления Туркменистана также устанавливает правительство и утверждает президент, но эта информация не публикуется. По данным Turkmen News, в 2019 году дизельного топлива выделили более 1 466 000 тонн, но не все уходит на заправки, большая часть распределяется между министерствами и ведомствами, среди которых главные потребители дизеля – Министерство сельского хозяйства 270 000 тонн, агентство Туркмендемир Елары 122 000 тонн и госконцерн Туркменавто Елары 100 000 тонн. В рыночный фонд в 2019 году ушло 120 000 тонн, а негосударственным юридическим лицам 250 000 тонн. Объемы нефтедобычи и нефтепереработки в стране почти не меняются. Так что цифры на последующие годы, вероятно, такие же. Это значит, что ежегодно мимо бюджета Туркменистана утекает излишек стоимости 370 000 тонн дизеля или от 74 до 740 миллионов манатов. В стране, где существует масса органов с контрольными функциями, этого словно не замечают. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.